بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله верующие рабы Аллаха, знаете, да помилует вас Аллах, что Всевышний Аллах единолично распоряжается сотворением и избранием. Он, субханаху ва тааля, творит все сущее единолично, и нет Творца кроме Него. И Он избирает по своей мудрости и по своей воле, что пожелает. Аллах, субханаху ва тааля, говорит об этом в Коране: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. И Господь твой создает, творит, что пожелает, и избирает. И избирает. Аллах, субханаху ва тааля, Он распоряжается в этой вселенной, в этом мироздании. Он управляет всеми процессами, всем, что происходит в этом мироздании, как пожелает, субханаху ва тааля, по своей безграничной мудрости, по своей великой милости. И Аллах, субханаху ва тааля, выбирает из своих творений, из своих созданий, что пожелает, избирает, наделяя особой милостью, особыми достоинствами, особым положением. Избирает, субханаху ва тааля, что пожелает из мест, избирает, что пожелает из личностей, избирает, что пожелает из времен. О рабы Аллаха, Всевышний Аллах избрал из всех времен в году это время, шахр Рамадан, месяц Рамадан, благословенный месяц Рамадан. Аллах, субханаху ва тааля, превознес этот месяц над всеми другими месяцами. И Аллах, субханаху ва тааля, избрал из дней и ночей этого месяца последние 10 дней и ночей. И избрал из последних 10 дней и ночей ночь, которую называют Лейлятуль Кадр. Лейлятуль Кадр, ночь могущества или ночь предопределения. Лейлятуль Кадр, почему она называется Лейлятуль Кадр? Аль-Кадр означает ценность из-за ее великой ценности, ее великого высокого положения этой ночи. Аль-Кадр еще почему? Потому что в эту ночь происходит предопределение на год. Аль-Кадр, Лейлятуль Кадр избрана из других 10 ночей этого благословенного месяца. И Аллах, субханаху ва тааля, из-за этого ее высокого положения у него, Аллах, субханаху ва тааля, сделал ее лучше, чем 1000 месяцев. Лучше, чем альфу шахр, чем 1000 месяцев. Выделив ее, субханаху ва тааля, выделив ее особым достоинством, особым высоким положением, наделив ее особой благодатью, барака. Это всего лишь одна ночь. Это всего лишь одна ночь в году. Она скрыта в этом месяце, в месяце Рамадан. Проходит месяц Рамадан, один месяц в году, и в нем эта ночь. И, о рабы Аллаха, Лейлятуль Кадр, ночь могущества, вама адрака ма Лейлятуль Кадр. Что даст знать тебе, что такое ночь могущества? Знаешь ли ты, что такое ночь могущества? Великая ночь, которая наделена высочайшими достоинствами у Аллаха, субханаху ва тааля, которая занимает огромное, важное место в сердце каждого мусульманина, отличное от других ночей. Из достоинств этой благословенной ночи, Лейлятуль Кадр, что Аллах, субханаху ва тааля, почтил эту ночь, избрал ее для низведения Корана в эту ночь. Аллах, субханаху ва тааля, низвел свое слово, а Коран — это слово, Аллах, субханаху ва тааля, не сотворенное, не звел свое великое слово в эту ночь. Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Инна анзальнаху фи лейлятин мубарака, инна кунна мунзирин». Поистине мы не спаслали, не звели его, то есть Коран, в ночь благословенную, фиха юфраку куллю амрин хаким. В ней отделяется всякое мудрое повеление. Амра мин индина инна кунна мурсилин. Повелением от нас поистине мы отправляющие, то есть отправляющие посланников. Рахмата мин раббик иннаху вас-сами'ун алим, как милость от Господа твоего, поистине Он слышащий, знающий. И говорит
Аллах Субхану ва Тааля в другой суре в Коране «Инна анзальнау фи лейлатил кадр», поистине мы ниспослали его, то есть Коран, в ночь кадр, ва ма адрака ма лейлатул кадр. А знаешь ли ты, что такое лейлатул кадр? Лейлатул кадри хайрун мин альфи шахр. Лейлатул кадр, ночь могущества лучше, чем 1000 месяцев. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Не сходит в нее в эту ночь, не сходят ангелы и дух по повелению своего Господа со всяким приказом. Саламун хия хатта матла'иль фаджр. И она, эта ночь, мир, салам, до восхода зари, до самого восхода зари. Итак, первое достоинство этой ночи, Аллах Субхану ва Тааля ниспослал в эту ночь священный Коран. Другое достоинство этой ночи, что эта ночь мубарака. Мубарака, то есть благодатная, в ней барака. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна анзальнау фи лейлати мубарака». Поистине мы низвели его, то есть Коран, в ночь мубарака, благословенную. Что такое барака? Барака – это непрекращающийся рост благ. То есть милости и блага, которые все время приумножаются, это барака. И эта ночь, в ней барака, она мубарак. Барака здесь, благодать во времени. Барака здесь в деяниях, фильамаль. И барака здесь в награде и воздаянии от Аллаха Субхану ва Тааля. Из барака, из благодати этой ночи, то, что Аллах Субхану ва Тааля сделал ее лучше, чем 1000 месяцев. 1000 месяцев это больше, чем 83 года. Посмотрите, одна ночь, о рабы Аллаха. Одна ночь, деяния в эту ночь превосходят деяния, совершенные в течение 1000 месяцев и более. Более чем 83 года. Посмотрите на эту великую бараку, на эту великую благодать, которая сокрыта, и великую награду, которая сокрыта в этой ночи. Одна ночь лучше, чем 1000 месяцев. То есть, если ты будешь совершать деяния на протяжении 1000 месяцев и больше, на протяжении 1000 месяцев, в которых нет ночи, аль-Кадар, то ночь Аль-Кадр, деяния в ней превосходят эти деяния. Субханаллах. Из достоинства этой ночи, Лейлатуль Кадр, что в эту ночь не сходят ангелы. Не сходят ангелы от Аллаха Субхану ва Тааля. И среди ангелов не сходит сам Джибриль, алейхиссалам. Рух, Джибриль. Не сходят эти ангелы с благом. Не сходят ангелы с милостью, с дарами. Не сходят они с благодатью от Аллаха Субхану ва Тааля. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Не сходят ангелы и дух в нее по дозволению своего Господа со всяким повелением. Из достоинств этой ночи, другое достоинство этой ночи, что эта ночь, как говорит Аллах Субхану ва Тааля, саламун хия хатта матла'иль фаджр. Салам, она салам. Что такое салам? Салам это отсутствие, это избавленность от всякого зла. В этой ночи нет ничего плохого. Эта ночь чистое благо, чистый хайр, милость, достоинство и барака от Аллаха Субхану ва Тааля. Из достоинства этой ночи, у рабы Аллаха, что в эту ночь сказано юфраку фиа куллю амрин хаким, то есть отделяется в эту ночь всякое мудрое повеление. Что это значит? Отделяется в эту ночь всякое мудрое повеление. То есть из хранимой скрижали, из лавх аль-махфуз, это из этой небесной книги, где записаны судьбы всех творений до судного дня, отделяется, выписывается то, что будет в течение этого года с рабами Аллаха Субхану ва Тааля. То есть происходит запись, предопределение, запись судьбы в эту ночь до следующей Лейлатуль Кадр, которая будет в следующем году. То есть в эту ночь записывается, предопределяется, какие деяния совершим мы с вами. Кто из нас доживет до следующей Лейлатуль Кадр, а кто будет упокоен Аллахом Субхану ва Тааля. Кто совершит благие деяния, кто совершит греховные деяния, пусть Аллах сделает нас из тех, кто совершает богоугодные деяния. Это запись у раба Аллаха, это запись на год. Есть еще другая запись, общая запись. И нужно понимать разницу между записью аль-Китаба санавия и аль-Китаба аль-Амма, то есть запись на год и запись общая. Общая запись на все времена до судного дня, это запись в хранимой скрижали. Все, что будет, все судьбы творения до судного дня, фи-лавх аль-махфуз, в небесной книге, и эта запись, то есть общая запись, она когда была произведена? Она была произведена за 50 000 лет до сотворения небес и земли,
как говорит об этом пророк, алейхиссалату вассалам. Из достоинств этой ночи у рабы Аллаха, то, о чем сказал пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал: «Ман кама лейлаталь кадр иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замби». Тот, кто будет молиться, совершать намаз, поклоняться Аллаху субхану ва тааля в течение ночи аль-Кадр, с верой и надеждой, тому будут прощены все его грехи. Субханаллах. Все грехи, но только условия. Иманан ва ихтисабан. Иманан, значит искренне, с искренней верой, таухидом, единобожием ради Аллаха субхану ва тааля. Ихтисабан, с надеждой, что Аллах субхану ва тааля примет, и Аллах субхану ва тааля простит. Посмотрите, сколько блага сокрыто в этой ночи. А значит ваджиб. Значит обязанность наша с вами, фард наш с вами, не упускать эту ночь. Ценить эту ночь. Оценить ее, знать высокое положение этой ночи, знать благодать ее, знать достоинство этой ночи и усердствовать. Усердствовать, чтобы получить от благ этой ночи. Значит, что должно быть свойственно в эту ночь? Иджтихад. Иджтихад — это значит усердие. Настоящее усердие в поклонении, в устремлении к поклонению ибада Аллаху субхану ва тааля. Та, то есть богоугодные деяния в эту ночь. Богоугодные деяния. Приближение к Аллаху субхану ва тааля различными видами деяний, которые Он любит. И искренность к самим себе. Благожелательность к самим себе, к своей душе. Ты же хочешь спасения для своей души. Ведь самое ценное, что у тебя есть, о чем ты должен заботиться больше всего, по отношению к чему у тебя обязанность, это твоя душа. Либо спасется она, либо погибнет. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, он побуждал уму, побуждал свою общину стремиться к бараке, к благодати этой ночи изо всех сил, к тому добру великому, которое в этой ночи. Какое великое упущение, какая великая потеря, какой невообразимый убыток понесет человек, если он потеряет эту ночь. Если эта ночь пройдет для него вот так вот, потерянной, упущенной, не получит он бараки этой ночи. Какая великая потеря, какой великий убыток для мусульманина, если эта ночь для него не имеет никакой цены. Если нет в его сердце у этой ночи высокого положения, и он из-за этого лишается хайра, добра, бараки этой ночи. Какое великое упущение, какая великая потеря и убыток, если эта ночь приходит и уходит, а человек продолжает делать то, что он делает. Грехи, которые он совершает. Развлечения, забавы, и он погружен в эти забавы, развлечения, в эти игры, продолжает упускать, продолжает терять. О, рабы Аллаха, блаженные. Блаженны те люди, которые получили успех в эту ночь. Блаженны те люди, которые пошли путем праведников в эту ночь, выстаивая эту ночь в молитвах, совершая богоугодные деяния, праведные поступки. И горе тем людям, которые в эту ночь будут отогнаны от дверей блага, перед которыми встанет хиджаб, завеса в эту ночь, и уйдет эта ночь, а они заняты своими грехами, и они обмануты своими мечтаниями, своими какими-то далекими надеждами, какими-то своими планами, потеряв эту ночь. Лучшие из ночей и лучшие из ней — великое сожаление, великое горе. О, рабы Аллаха, если сейчас, в эту ночь ты не заработаешь прибыль, то когда ты ее собираешься зарабатывать? Если сейчас не обратишься к Аллаху субхану ва тааля, когда собираешься ты обращаться к Аллаху субхану ва тааля? Ты все время собираешься вот так отсиживаться и воздерживаться от благого, когда ты собираешься работать на свою вечную жизнь? Срок очень короткий тебе дан, времени нет абсолютно. Поэтому, о рабы Аллаха, усердствуйте, да помилует вас Аллах, стремясь к этой достойной, почетной, благословенной ночи, ища ее блага, ища ее благодати, оберегая особо оберегая обязательные намазы. Мы всегда должны оберегать наши фарды, обязательные намазы, в это время особо. Совершая много дополнительных намазов и ночных намазов, давая закат, то есть обязательная садака, и давая дополнительная садака, много раздавая садака в это время, оберегая свой пост, свой сиям, оберегая его от всяких нарушений, оберегая его от гиба, от злословия, от намима, то есть переносе сплетен различных, сквернословия, ссор,
того, чтобы содержать в сердце какое-то зло и ненависть в отношении твоих братьев. Выделим эту ночь большим количеством богоугодных поступков и наоборот отдалением от прегрешений, от послушания Аллаху Субхану ва Тааля. Выделим эту ночь покаянием, сожалением о наших грехах. Выделим эту ночь, много поминая Аллаха Субхану ва Тааля в эту ночь. И читая книгу Аллаха Субхану ва Тааля, о рабы Аллаха, вне всякого сомнения. Здесь нет никаких сомнений. Это на 100%. Что ночь Аль-Кадр, Лейлятуль Кадр, она в месяце Рамадан. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Шахру Рамадан, лази унзиля фийхи Кур'ан». Месяц Рамадан, в котором был ниспослан Кур'ан. А в другом аяте сказано, что он ниспослан Лейлятуль Кадр. Значит, Лейлятуль Кадр где? Вне всякого сомнения. Ни у кого нет сомнений. Все единодушные ученые, что она, эта ночь, находится в месяце Рамадан. Но в месяце Рамадан наиболее вероятно, что эта ночь находится среди последних 10 ночей, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Тахаррау лейлат аль-кадр фил ашри аль-авахир мин Рамадан». Ищите усердно ночь аль-кадр, ночь могущества в последние 10 ночей месяца Рамадан. Из 10 ночей месяца Рамадан, то есть это может быть любая из 10 ночей месяца Рамадан, и четная, и нечетная ночь, но более вероятно, что эта ночь бывает в нечетные ночи, потому что сказано: «Ильтамису фил ашри лавахир мин тис'ин ябкин, ау саб'ин ябкин, ау хамсин ябкин, ау саласин ябкин». Ищите эту ночь, то есть ночь Аль-Кадр, в последних 10 ночах, когда остается 9 ночей. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: или 7 ночей, или 5 ночей, или 3 ночи. А из этих ночей, которые мы перечислили, нечетные, среди 10 последних, наиболее вероятно, что эта ночь бывает в 27-ю ночь Рамадана. Более вероятно, как на это указывают асары, предания от сподвижников, от Ибн Аббаса, Ибн Кааба и от других сподвижников. Но более правильно что? Правильно, что эта ночь, она не всегда бывает в одно и то же время. Что эта ночь передвигается среди этих 10 ночей. Аллах Субхану ва Тааля может сделать любую из 10 ночей ночью Аль-Кадр. Просто более вероятно то, о чем мы сказали, что это одна из нечетных ночей, может, и более вероятно, что это 27-я ночь, но может быть и любая другая. Мудрость этого, мудрый смысл, почему Аллах Субхану ва Тааля скрыл Лейлятуль Кадр? Почему нет аята или хадиса, где точно сказано, какая из ночей это ночь Аль-Кадра? Чтобы мусульмане усердствовали на протяжении всех 10 ночей, совершая тахаджуд, ночные молитвы, ночные намазы, чтобы они читали Коран, чтобы они совершали благо в это время, добро чтобы делали, чтобы отделился человек по-настоящему усердный, старательный от лентяя, от ленивого. Потому что люди, если бы они знали, какая ночь именно, точно, Лейлятуль Кадр, они бы ограничились тогда поклонением только в эту ночь. Если бы точно знали, то многие из людей, мы видели бы, что они только в эту ночь и приходят на намаз. Совершают только в эту ночь. К сожалению, многие так и делают. Которым почему-то кто-то взял смелость на себя точно обозначить, когда ночь Лейлятуль Кадр. Спроси их, когда будет ночь Аль-Кадр через 10 лет, он тебе скажет: через 10 лет в календаре написано, ночь Аль-Кадр будет такого-то числа. Все это заблуждение, конечно же. И то, что эта ночь меняется каждый год, в этом испытание для рабов Аллаха Субхану ва Тааля, проверка. И знаете, рабы Аллаха, что очень скоро, через несколько дней, если будет угодно Аллах Субхану ва Тааля, мы встретим с вами последнюю декаду Рамадана, последние 10 ночей месяца Рамадана. Это великое время, почетное время, благословенное время, Ашру аль-Авахир. Пророк, алейхиссалату вассалям, в это время, последние 10 ночей Рамадана, усердствовал особо в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля, приближении к Аллаху Субхану ва Тааля различными видами поклонения. В Сахихе Муслима передан хадис от Аиши, ради Аллаху Тааля анха, она говорила: «Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям яджтахиду фил ашри аль-авахир ма ла яджтахиду фи гайри». Пророк, алейхиссалату вассалям, усердствовал последние 10 ночей, так как не усердствовал в другое время. Он всегда усердствовал в поклонении. Но в эти 10 ночей, говорит она, усердствовал так, как не усердствовал в другое время. От нее же передано, ради Аллаху Тааля, от Аиши, она сказала: «Кана набию саллаллаху алейхи вассалям иза дахаля ашр, шадда ми'зараху, ва ахья лейля, ва айказа ахляху». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит она, когда входили последние 10 ночей Рамадана, шадда ми'зараху, он тут же завязывал свой изар.
Это намек на что? На особое усердие в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. И, возможно, отдаление также от жен в это время, от семьи в это время для поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Шадда ми'зараху. Туже завязывал свой изар. Ва ахья лейлаху. И не спал ночами. То есть, поклоняясь Аллаху Субхану ва Тааля. Ва эйказа ахляху. И будя свою семью, поднимая свою семью для поклонения. Таким образом, у раба Аллаха это время для усердия, это не время для сна, это время для лени, для расслабления, развлечений, чаепитий, застолий, разговоров и так далее. Смеха, шуток. Нет, это время для усердия. Это всего лишь 10 дней. Это всего лишь 10 ночей. Это время для того, чтобы расходовать ради Аллаха Субхану ва Тааля. Это время для того, чтобы устремиться полностью к поклонению Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы читать книгу Аллаха Субхану ва Тааля, поминать Аллаха Субхану ва Тааля, выстаивать молитвы, совершать всевозможные разнообразные другие виды поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Это великое время, великий период, который очень быстро проходит. Поэтому мы должны с вами использовать полностью этот шанс, который дал нам Аллах Субхану ва Тааля. Неизвестно, будет ли еще дан нам такой шанс когда-либо или нет. И на что еще нужно обратить внимание у рабы Аллаха, что в это благословенное время, ценное время, человек должен, если он попечитель, если он отец, или он муж, если он глава семейства, он должен заботиться о своих подопечных, об их поклонении в это время. Как это делал пророк, алейхиссалату вассалам? Что говорит Айша, радиллаху та'аля, айказа ахляху, будил свою семью. Этот аспект очень важен. Многие пренебрегают этим. Да, идет человек сам в мечети, молится, альхамдулилля, но про свою семью забывает. Нет, ты попечитель семьи, ты за нее отвечаешь. Значит, ты должен будить их для поклонения, побуждать их к поклонению, разъяснять им какое-то время важное, чтобы они не потеряли, не упустили эти дни и эти ночи. Акулу кавли хаза вастагфируллаха ли ва лакум.